Незаконный приговор по делу Ислямова прокомментировал и его адвокат Николай Полозов. Вот что он сказал. Тем временем уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова назвала процесс по так называемому делу в Крыму судилищем и осудила вынесенную Ильнуру Ислямову сегодня приговор. Она призвала международное сообщество отреагировать на данное решение суда в Симферополе. Засуджую дії окупаційної влади і не визнаю рішення згаданого так званого Верховного суду Криму, адже всі звинувачення на адресу громадянина України є надуманими і мають політичне підґрунтя, а кримінальну справу, порушену за 8 статтями, сфабриковано. Предлагаю послушать комментарий адвоката Николая Полозова. Различные, скажем так, уголовные преследования крымских татар являются целенаправленной политикой дискриминации. Россия до сих пор не выполнила решение Международного суда ООН, связанные с наличием в действиях российских властей нарушения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации по отношению к крымским татарам. Поскольку Ленур Ислямов является этническим крымским татарином, то этот приговор также ложится в общую канву дискриминации крымских татар российскими властями. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, експерт з конституційного права. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Геннадію, вітаю вас. Доброго дня. Ну что ж, услышали сейчас заявление адвоката Николая Полозова, до этого уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой. Что скажете по решению оккупационного суда? Я думаю, что юридического значения оно не имеет никакого, прежде всего потому, что это символическая борьба. Поскольку приговор заочный, и мы все понимаем, что Украина господина Ислямова не передаст для отбытия наказания по этому приговору, то сам он по себе не был направлен на то, чтобы привлечь к реальным последствиям этого человека. В то же время и заявления защиты, они точно так же апеллируют к символическим смыслам. То есть, если мы говорим про Европейский суд по правам человека, то его решение, которое, возможно, состоится, оно тоже не будет иметь прямым следствием отмены приговора. ЕСПЧ может лишь констатировать нарушение конвенции, я думаю, это случится. Однако, всего-навсего, это будет основанием для того, чтобы в юрисдикции Российской Федерации, которую Украина не признает, мы тоже должны на это обратить внимание, чтобы в этой юрисдикции решение суда было пересмотрено, если оно приобретет законную силу и пройдет все инстанции. Поэтому это вопрос политической борьбы, это не вопрос юридического процесса. Действительно, мы ведь понимаем, что дело против Ленура Ислямова – это на самом деле вот такой приговор и дело против всей Украины, против всех активистов гражданской блокады Крыма, которая была организована еще в 2015 году, впоследствии которой был нанесен мощнейший экономический удар по России. Вот насколько серьезными были вот эти последствия экономической блокады для России? Я думаю, что очень серьезно. Прежде всего мы говорим о прекращении энергоснабжения Крыма. Мы помним о том, что в срочном порядке Российская Федерация перебрасывала энергомост из Краснодарского края. Мы помним, что она была вынуждена построить порядка, мне кажется, 4 теплоэлектростанции на газу. В том числе там был скандал с Сименсом. Последствия были в том числе в веерных отключениях и военных объектов, и гражданских объектов на территории Автономной Республики Крым. То есть это был серьезный удар. Россияне, правда, с ним справились в этом смысле, но в совокупности мы понимаем о том, что Российская Федерация сегодня не в полной мере справляется с обеспечением Крыма, как она обязана это делать, в том числе с позиции международного права. Скажите, а вот можем ли мы утверждать, что блокада Крыма, организованная гражданскими активистами, гражданским обществом, стала и является наиболее успешной и эффективной санкционной мерой в отношении России, которую за 6,5 лет предприняла Украина? Нельзя говорить о том, что Украина предприняла эти меры, поскольку это было без санкций государства, и в том числе наши правоохранительные органы по этому поводу возбуждали уголовное производство. Они на сегодняшний день или закрыты, или, по крайней мере, лежат без движения, однако нужно говорить о том, что это не была целенаправленная политика государства. И ни тогда, ни сейчас мы фактически... Да, но впоследствии действий активистов были приняты ряд мер со стороны правительства Украины.
Но это была реактивная реакция, это не была инициатива государства Украины. Безусловно. Поэтому говорить о том, что эти действия предпринимало государство, мы не можем. Это были действия отдельных лиц, действительно, которые в том числе шли на риск возможности привлечения себя к ответственности. Поскольку на тот момент, пока правительство не ввело соответствующие меры, да и после этого, они формально совершили соответствующие правонарушения. Но это была их позиция, ну и мы видим на сегодняшний день, в принципе, она оправдала себя, скажем так, поскольку государство Украина, оно тоже по политическим соображениям не может реализовать те производства, которые формально были возбуждены. Ну а действительно, скажите, вот почему так происходит в нашей стране, что вот такие важные и активные действия предпринимаются как раз не властью, а обычными людьми, гражданскими активистами, волонтерами, добровольцами? Почему так происходит? Ну, вы знаете, целый миф есть или убеждение о том, что украинский народ, он является свободолюбивым и в том числе очень часто противостоит государственным институтам. Вот я думаю, что это ложится в эту канву, что очень часто у нас общество живет само по себе, а государство принимает решения или позже, или уже или против того, что хочет общество. Ну а как это объясняется? Нет просто политической воли? Нет традиции долгого, то есть украинцы на протяжении многих столетий жили в составе разнообразных империй, и они как бы привыкли отождествлять себя вне государства. То есть на протяжении веков украинцы противостояли государству, и даже с обретением независимости часть этих архетипов продолжает сохраняться в сознании. Давайте перейдем к следующей теме, к Донбассу. Вчера, 9 декабря, был год с момента встречи 4 лидеров в нормандском формате. И вот уже, собственно, прошел год, однако мы видим, что мало что, собственно, изменилось. И вот год назад на саммите «Нормандская четверка» согласовала коммюнике, которое предусматривает следующее. Я предлагаю вместе послушать. Розведення військ на 3 ділянках. Повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року. Відкриття нових пунктів пропуску на Донбасі через 30 днів після зустрічі. Новий план по розмінуванню територій. Обмін полоненими в форматі всіх на всіх. Продовження дії закону про особливий статус Донбасу на рік. Закріплення формули Штайнмаєра в українському законодавстві. К нам присоединяется Олег Жданов, военный эксперт. Пане Олеже, вітаю вас. Витаю. Что изменилось за этот год после встречи 4 лидеров в нормандском формате? Изменилось ли вообще что-то? Так, зміни відбулися, але ж, на жаль, в гіршу сторону. Справа в тому, що ми черговий раз переконалися, що обмін – це нескінченна пісня. Не встигає закінчитися один обмін, як знов виявляються списки ще більше кількість людей, яких треба обмінювати, що незаконно утримуються на підконтрольних територіях. Що стосується припинення вогню, то воно відбулося в односторонньому порядку і тільки з липня поточного року. На сьогоднішній день обстріли тривають, кількість їх зменшилась, потужність зараз вже знов спочатку зменшилась, зараз знов починає наростати, вже застосовується і артилерія калібру 120 і 122 мм. Ну а з політичної точки зору ми прийшли до фінішної черти. На сьогоднішній день вичерпані всі можливості будь-яких компромісів з боку України. Далі ми рухатися в тому контексті, який є на сьогоднішній день, не можемо. А Російська Федерація як стояла на своїх позиціях, починаючи з 15 лютого 2015 року, так до сьогоднішнього дня жодного компромісу з боку Росії ми не відчули і не відчуємо. Но за этот год мы видим, как ряд вопросов остались нерешенными. И это открытие КПВ и запуск ее работы, и разминирование, и обмен пленными всех на всех. Пане Геннадию, как вы думаете, почему? Поскольку это сложно, реализовать Минские соглашения в нашей действительности не представляется возможным. Поскольку мы помним, что и в том числе в Минских соглашениях, в законе про особый статус предусмотрена народная милиция, предусмотрен в том числе
другие механизмы назначения прокуроров, судей и так далее, это, по сути, действительно подрыв госсуверенитета. Но я хотел бы сказать о том, что я не могу согласиться с мнением о том, что стало хуже, поскольку оно не вкладывается в логику. Если обстрелы хоть действительно с июля, но их стало меньше, действительно гораздо меньше потерь, действительно разминирование, если прошло, то лишь на отдельных участках, то хотя бы 3 этих факта говорят о том, что хоть немного, но лучше стало все-таки. Мы не продвинулись в сторону урегулирования, деоккупации территорий в полной мере, но мы сохранили ряд, возможно, десятки жизней, если сравнивать просто статистически с периодом аналогичным прошлого года. Поэтому все-таки определенные успехи есть, они действительно недостаточные, они частичные, но говорить о том, что стало хуже, на мой взгляд, неправильно. Пане Олеже, що скажете? Стало ли лучше? Скажу так, що теж трошки не погоджуся. Головне ж не то, що там народна міліція і все інше. Там головне в Мінських домовленостях, тому що особливий статус на постійній основі закріплений в Конституції України. Ось що головне. А далі це вже народна міліція, це витоки або слідство впровадження цієї головної міри. Що стосується обстрілів, то скажу так, що тут дуже сумнівний успіх. Чому? Тому що ОБСЄ, наприклад, дає за період припинення вогню кількість обстрілів майже 2000. Штаб ООС дає 200 там з хвостиком. Різниця в 10 разів. Кому б сьогодні вірити, неможливо. Хлопці поранені йдуть, їх вже не возять бортами, їх вже возять швидкісним поїздом Сапсан. В частності до Києва, з Дніпра привозять. І на сьогоднішній день в засобах масової інформації ви майже не знайдете інформацію стосовно того, скільки ранених, скільки було перевезено. Але ж скорі помощі тепер зустрічають ранених на платформі Київського вокзалу, а не в аеропорту, і не їдуть колонною. Тому я хочу сказати, що не бойові втрати у нас таємні, і ми не знаємо, скільки реально поранено, і при яких обставинах, і скільки загинуло. А бойові втрати, вони не таємні, їх дійсно бойових втрат. Але ж не забувайте, що це приймає рішення командир на місці. Бойова це втрата чи не бойова. Угу. Тому я кажу, що це дуже сумнівний успіх. Россия не заинтересована в продвижении переговорного процесса по достижению мира на Донбассе. Об этом заявил представитель Украины в рабочей группе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Андрей Костян в эфире одного из украинских телеканалов. По его словам, Россия в переговорах по Донбассу ведет себя цинично, прибегая к элементам шантажа. Предлагаю вместе его послушать. Мабуть, збереження цього стану на зараз, на сьогодні є їхньою позицією. Якби вони хотіли, то ситуація могла просуватися значно швидше. С нами сейчас на прямой связи народный депутат Украины фракции «Слуга народа» Ігор Чернєв, голова постійної делегації України в парламентской ассамблее НАТО. Пане Ігор, вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы видим, как многие вопросы, которые бы нужно было решать в рамках трехсторонней контактной группы, блокирует Россия. Впрочем, замыкает все на себе. Как быть? Насправді, це не нова тактика чи стратегія вже Російської Федерації. Вони дійсно не йдуть на співпрацю, тому що з нашого боку після навіть на нормальній форматі узгодженого ком'юніке були і виконані умови щодо нових ділянок розведення і нових ділянок розмінування, і КПВВ, і так далі. Зі свого боку Російська Федерація намагається заблокувати і на політичному, і на безпековому рівні. І тут єдиний вихід – це, звісно, що зовнішній тиск на Російську Федерацію на міжнародній арені. Це і через посилення санкцій, саме через невиконання мінських умов і невиконання ком'юніке. І розширення, я вважаю, що дуже правильно буде розширення нормандської четвірки на Британію та Сполучені Штати. Якщо це вдасться зробити, то таким чином, я думаю, що на стороні України буде
більше важелів задля впливу Російської Федерації. Бо Російська Федерація на сьогоднішній день, на жаль, визнає лише силу. Ось таку силу мають продемонструвати міжнародні партнери по відношенню до Російської Федерації. Пане Егоре, вы на своей странице в Facebook написали, что когда встречались с спецпредставителем США по Донбассу Куртом Волкером, как раз говорили о возможности привлечения США к нормандскому формату. И тогда Курт Волкер вам сказал, что при Трампе это невозможно. Вот при Джозефе Байдене теперь такая вероятность есть? Абсолютно вірно. Курт Волкер тоді казав про те, що ймовірність приєднання Сполучених Штатів є мінімальною, а при зміні керівництва в адміністрації президента, я думаю, що такі шанси з'являються. Я нагадаю, що Байден, коли був віце-президентом, він якраз відповідав в адміністрації за Східну Європу і Україну. Він був тут 6 разів, він дуже чітко знає, що відбувається в наших взаємовідносинах з Російською Федерацією. Більш того, в своїй заяві передвиборчій він чітко вказав, що він, на відміну від Дональда Трампа, розуміє, що Україна відстоює свою суверенність, свою незалежність, і це є не тільки стабілізуючим фактором для України, а й для всієї Європи, тому це важливо і для Америки. Тому я думаю, що більш активну участь адміністрація Байдена буде брати у взаємовідносинах з Україною, і, зокрема, можливо, є і розширення нормандського формату, але тут потрібно розуміти, що для такого розширення мають бути погодження інших учасників нормандського формату. Щодо Франції та Німеччини, в мене майже немає сумнівів, а щодо Росії, звісно, що вона буде блокувати таке питання. И последнее, как вы думаете, стоит ли рассчитывать на то, что будет восстановлена должность спецпредставителя США по Украине? Поки що тут складно сказати, але знову ж таки, зважаючи на те, що в передвиборчій своїй програмі Україні була відповідна, а Україні була відведена окрема роль, і що він розуміє, що це важлива країна для стабілізації в Європі, думаю, що так, це дуже можливо, що буде відновлена така позиція в Білому домі. Дякую дуже. Спасибо большое. Ігор Чернєв, народний депутат України, фракція «Слуга народу», голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО, був з нами на прямому зв'язку. Пане Геннадию, мы видим, как ряд вопросов остаются нерешенными, и Россия их замыкает на себе. Есть ли смысл в продолжении работы в переговорном процессе по Минску? Как дальше нам быть? У военного конфликта есть, собственно говоря, два способа решения. Первый – это военный. Готовы ли мы сегодня в силовом варианте противостоять Российской Федерации? Это вопрос к военному эксперту, наверное. И есть второй путь – политико-дипломатический, на котором настаивает, собственно говоря, президент Зеленский и, в принципе, вся правлящая партия и фракция в Верховном Совете. Поэтому, если мы выходим из Минского формата, мы автоматически теряем основания для санкций в отношении Российской Федерации, которые были введены именно по поводу Боинга и событий в Донбассе. Это секторальные санкции, они более тяжелые, чем санкции по Крыму. Ну и, собственно говоря, захочет ли Российская Федерация перейти в следующий формат на наших условиях? В этом есть большие сомнения. А у нас наши условия есть? Вот этот план «Б», о котором говорят сейчас, активно обсуждают, он есть, как думаете? Ну, господин Данилов, глава Совета национальной безопасности и обороны, говорил, насколько я помню, о том, что разрабатывались еще год назад 4 или 5 вариантов развития событий, 5 вариантов развития событий, которые могут иметь место. То есть, как минимум, у нас с точки зрения официального Киева есть еще остаются 4 варианта, проработанных, как я надеюсь, как мы будем действовать в случае выхода России из Минского процесса, поскольку Украина из него, на мой взгляд, выйти не может в силу того, что к этому процессу привязаны санкции. Про это неоднократно наши официальные лица заявляют.
Пане Олеже, год прошел, Минские соглашения не реализованы, а каких-то активных продвижений вперед, к сожалению, мы не видим. Что дальше? А вот что может предложить нам сейчас Совет национальной безопасности и обороны? Военный сценарий возможен? На жаль, ні. На сьогоднішній день до військового сценарію ми не готові, тому що на сьогоднішній день, якщо навіть з урахуванням того, що Збройні сили України частково переформатуються, я маю на увазі і структурно, і переходять на нові процедури організаційно і структурно, то в воєнно-технічному плані і в плані боєздатності, на жаль, ми відкочуємося назад на сьогоднішній день. Ну, тільки подивіться на державне оборонне замовлення і його виконання на сьогоднішній день. Подивіться на... До речі, на сьогоднішній день Міністерство оборони навіть не надало суспільству моделі Збройних сил, які необхідно нам побудувати для того, щоб в тому числі вирішити питання Донбасу військовим шляхом. Ми повинні бути до цього готові. Це закладено в концепції національної безпеки і оборони – захистити свої кордони. І основний тягар цього несуть Збройні сили України. На жаль, цього сьогодні неможливо побачити. Воєнної реформи як такової нема. Є окремі мероприємства, якісь, ще раз наголошую, структурные и организационные. Так а что тогда было проделано за 6,5 лет? Ведь пока идет процесс политико-дипломатическим путем урегулирования этой ситуации, Минский процесс, логичнее было бы как раз в это время укреплять армию, нет? Абсолютно вірно ви кажете, але ж ми бачимо, що навпаки, покажіть мені, де програма переозброєння, де програма закупівлі, де, до речі, де модель, яку ми в Збройних сил, яку ми будемо, де мета воєнної реформи. Ні реформи немає, ні мети на сьогоднішній день немає. Тому це питання дуже складне. Що стосується мінських домовленостей, то тут проблема ось в чому. Справа в тому, що ми не домовляємо. По-перше, треба розуміти, що Сполучені Штати ніколи не вийдуть в формат ні в нормандський, ні в мінський, ні в будь-який. Вони ніколи не будуть напряму протистояти Російській Федерації. Ніколи. Так ж, як НАТО ніколи не буде протистояти Збройним силам Росії. На сьогоднішній день цю роль виконує Україна. Тому нас підтримують, ми партнери, але ж розраховувати на членство у НАТО, це дуже така далека і нездійснена мета. А ось інших, ті, хто декілька разів, Польща просилася в нормандський формат, ми промовчали. Британія двічі просилася в нормандський формат. Знову ж таки, Україна не відреагувала на ці запити. Ну і саме головне, дивіться, у нас суто протилежна позиція Росії і України. Так? Ми вимагаємо спочатку кордон, конституційний лад, потім вибори і все решта. Росія вимагає, як записано в Мінських домовленостях, спочатку амністія, потім вибори, потім безпека, і тільки потім останнім пунктом початок перемовин щодо передачі кордону. Головна проблема кроється навіть не в цьому. Головна проблема кроється в тому, що Росія досі не визнана Україною як сторона конфлікту. Росія виступає в усіх форматах, і в Мінську, і в нормандському форматі. Росія виступає як країна-миротворець. Розумієте, 3 миротворця – Франція, Росія і Німеччина – вмовляють Україну помиритися. Але ж з ким помиритися? Сама з собою? Ось такий замкнутий круг, розумієте? Доки ми, як потерпіла сторона, не офіційно не оголосимо, хто у нас та сторона, от загадково, як президент каже, та сторона, да? А хто та сторона? До тих пір ми не будемо мати можливості, у нас не буде опонента на перемовинах, ми не будемо мати можливості з кимось домовитись. Сьогодні ми не домовляємось ні з ким. Росія підкреслює, що вони не сторона конфлікту, підкреслює, що вони не несуть відповідальності за ту сторону і кажуть, шукайте ту сторону, ідіть домовляйтеся з ними. Ось в цьому полягає головна проблема. Давайте підключимо к нашому ефіру Сергія Панкова, ветерана російсько-української війни, 1-й батальйон морської піхоти. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пан Сергію, вітаю вас. Здравствуйте. С момента встречи 4 лидеров в нормандском формате уже прошел год. Что непосредственно изменилось на фронте на востоке Украины? Вы ощущаете эти изменения? На фронте я уже давно не находился.
вот с другой стороны общаемся с ребятами, которые там непосредственно находятся. Перемирие, оно относительное. То есть таких перемирий было масса за все это время, за все время войны. Продолжают гибнуть ребята, раненые, умирают в госпиталях. Это не перемирие. И то, что СМИ не озвучивают наши потери, это не значит, что война не продолжается. Вот такое мнение. Вот вы как военный человек, как ветеран российско-украинской войны, как считаете, в рамках Минского процесса можно урегулировать войну на востоке Украины? Все эти процессы необходимы. И минские, и нормандские, они должны быть, хотя бы создавать видимость или забалтывание вопросов. Но выхода я вижу по сценарию только карабахского сценария. То есть военное возвращение территорий? Конечно, там, видите, те же старые ситуации, 30 лет они общались ни о чем, и только вот военным способом они смогли вернуть. Или ждать, когда наш противник непосредственно каким-то другим образом решит это все вернуть. Ну, и, наверное, будет давление со стороны международной общественности или развал непосредственно Российской империи. Это уже так, из ряда фантастики. Дякую дуже. Спасибо большое. Сергій Панков, ветеран російсько-української війни, 1-й батальйон морської піхоти, був з нами на прямому зв'язку. Пане Геннадію, что скажете на опыт Нагорного Карабаха? О чем нам говорит? Вы поддерживаете позицию Сергея? Говорит о том, что Азербайджан 30 лет планомерно развивал свое государство, встроил вооруженные силы, и после этого он решился на какие-то действия. Поэтому он нам говорит о том, что войны или любые другие конфликты, даже которые идут в порядке дипломатии, поскольку война — это последнее слово в порядке переговоров, так сказать, последний аргумент, они могут быть выиграны только сильным государством. И в этой связи мы должны обращать внимание не на символы больше, а на реальность. Поскольку даже когда мы говорим о том, что изменение в Конституцию, например, для нас является красной линией, то мы слегка преувеличиваем значение, в принципе, закона и формально-юридического закона. Поскольку если бы было иначе, то я вот проверил, пока говорил человек на включении военный, я проверил, до сих пор в Конституции Украины присутствует 10-й раздел. Он называется «Автономная Республика Крым». Насколько это влияет на фактическое состояние вещей, мне кажется, каждый сможет оценить без анализа юридического. Поэтому, когда мы говорим о том, каким образом мы готовы урегулировать вопрос, мы должны обращать внимание не на форму, куда будут внесены изменения, а на то, какие они будут. Не будут ли они подрывать государственный суверенитет. И даже если такие изменения потом нам продадут под соусом внесения изменений в обычные законы, мы все равно в первую очередь должны обращать на суть вопроса, а не на то, какой уровень нормативного акта будет в этом задействован. Но сейчас же, видите, Россия чем апеллирует? Она говорит, что нет смысла проведения следующей встречи 4 лидеров в нормандском формате, так как не выполнены условия предыдущей встречи. В частности, не имплементирована в украинское законодательство формула Штайнмайера, которая была закреплена в коммюнике от нормандского формата. То есть такая ловушка, пане Олеже. Ну так, ви абсолютно праві, і Росія апелює до цього. Україна взяла на себе зобов'язання в обличчі президента Зеленського, і тепер Росія вимагає від нас її виконання. І, до речі, Росія просто погоджується на виконання мінських домовленостей, тому що вони самі їх розробляли і вони влаштовують на 100%. І тому Росія буде стояти на стражі того, щоб ми не змогли змінити жодної букви у цих домовленостях. На жаль, ситуація виглядає саме так. Дякую, пане Олеже. Олег Жданов, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку, полковник запасу Збройных сил Украины. Пане Геннадию, вот недавно было заявление главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Леонида Кравчука, который сказал, что он подаст свое предложение по отключению России от международной финансовой системы SWIFT в Совет национальной безопасности и обороны. Вот его цитата.
Якщо Росія і надалі буде блокувати рух до миру на Донбасі, якщо вона й надалі буде замість розмов і пошуку шляхів використовувати найбільш, з її точки зору, дієвий засіб, силу і тиск, то Україна буде вимушена шукати інші способи впливу на Росію. Росії просто потрібно забрати свої війська і формування з Донбасу, зброю, вивести звідти добровольців, і тоді Україна буде спілкуватися з українцями, а не чужинцями. А разве недостаточно поводов сделать это раньше было? Ну, вы понимаете, если мы говорим о том, что наш Совет национальной безопасности и обороны может отключить Россию от SWIFT, то мы зашли куда-то в иррациональное поле полностью, поскольку какое бы решение, то есть таким же образом можно нашим решением Совета безопасности и обороны отключить кислород в атмосфере Российской Федерации. Мы никакого отношения, к сожалению, не имеем к этому. Это американская система, штаб-квартира которой находится в Бельгии, и истории известны одинокие случаи такого плана решений, которые касались, в частности, Исламской Республики Иран. Но там накал страстей был гораздо больше, и сегодня, если мы говорим, что после Боинга, Крыма, после начала войны на Донбассе в 2014 году всех этих событий Россию на сегодня не отключили от СВИФТа, то вряд ли решение СНБО будет той палочкой, которую сломает позвоночник верблюду. Да? Поэтому это заявление сугубо, я не знаю, честно говоря, на кого оно направлено. Мне кажется, это просто, когда не было что сказать, господин Кравчук, при всем уважении к нему, выдвинул такого плана аргумент. Давайте перейдем к не менее важной теме, к дефициту воды в Крыму, к критической ситуации, которая складывается там сегодня. Вот в Крыму уже пересохло стратегически важное Аянское водохранилище, которое было источником воды для столицы оккупированного полуострова Симферополя. Так появились печальные фото в социальных сетях, которые я сейчас попрошу наших режиссеров вывести на экраны, если у нас есть такая возможность. Там видно, как растрескалась пустыня, там видна лужа, это то, что осталось от Аянского водохранилища. И теперь некоторые блогеры, которые, собственно, публикуют эти фото, пишут в своем твиттере вот такое сообщение по этому поводу. Давайте вместе послушаем. Аянское водохранилище. Симферополь отсюда пил. Ну что, все, сушите весла. Завернитесь в простыню и ползите на обдалы своих человековейников, балалайки. Ну а жить хотите? За мост. Там речки у вас, озера и прочая байда. Не представляю даже, что мы переживем перед возвращением в Украину. Ялта также стала еще одним крымским городом, где вводятся ограничения на подачу воды, как сообщают крымские оккупационные информагентства. В Симферополе об этом заявил так называемый министр ЖКХ Дмитрий Черняев. Он объяснил, что ограничительные меры связаны с минимальным поступлением воды в основные хранилища, которые питают Большую Ялту. И давайте послушаем, как жители Ялты отреагировали на это информационное сообщение в социальных сетях. Приплыли. Ну, в Крыму ведь проблем с водой нет. Вроде правительство России и Крыма 6 лет об этом твердили. Отож и оно. Сначала покупают аквариум, а потом заводят рыбок. А тут все кверх одним местом. А зачем зимой мыться? И так сойдет. Антисептиком теперь не только руки будем мыть. Мойте руки, чтобы не заболеть ковидом, но воду мы вам отключим, потому что деньги, выделенные на ремонт водопровода, мы уже попилили. Что скажете, пане Геннадию, как оккупационные власти будут решать эту проблему? Ведь за 6,5 лет они не сделали абсолютно ничего, чтобы избежать сегодня дефицита воды. Мне сложно об этом судить. Много говорилось, в том числе о постройке опреснительных станций. Насколько я понимаю, ничего в этом смысле не сделано. И в целом вопрос очень такой непростой. Он имеет, как с точки зрения Украины, имеет тоже сложный характер. С одной стороны, мы действительно не можем поставлять воду на территорию, которая у нас же была аннексирована. С другой стороны, мы эту территорию признаем до сих пор своей, и в том числе то, что отсутствие воды сегодня имеет место, как и, насколько я читал, если доверять этой аналитике, то это приводит к тому, что истощаются подземные воды, поскольку много воды берется из скважин, и происходит засоление грунтов. И в этом случае получается такой цейтнот. Предполагать, что Российская Федерация уйдет из Крыма и вернет его в украинскую юрисдикцию, как это должно быть,
мы не можем, наверное. И с другой стороны, мы тоже точно так же не можем поставлять воду, чтобы поддерживать украинцев, которые проживают в Крыму, и территорию в надлежащем состоянии. Поэтому эта проблема не имеет, на мой взгляд, очевидного решения. Давайте підключимо к нашому ефіру народного депутата України 8 та 9 скликань, голови підкомітету з питань держборгу та фінансування держбюджету Комітету Верховної Ради з питань бюджету Сергія Рудика. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы видим, как сегодня на территории временно оккупированного полуострова складывается критическая ситуация с наполнением водохранилища. Мы видим, что уже 6,5 лет оккупанты не сделали ничего, чтобы разрешить эту проблему. Вот как быть Украине? Можем ли мы подавать, к примеру, иски в международные суды за то, что Крым сегодня оккупанты доводят до такого состояния? Что нам с этим делать? Ну, на жаль, на сьогоднішній день це єдиний спосіб тиску на окупанта, міжнародне співтовариство і остання резолюція ООН, яка вже не перший раз повторюється щороку, і міжнародні суди. Можливо, це ще не ефективно, але інших варіантів на сьогоднішній день у нас немає. Не давати воду. Є багато даних, які свідчать про те, що з водою немає проблем у цивільного населення, що більше ця вода потрібна для саме тої мілітаризації Криму, з приводу якого Генеральна асамблея ООН, власне, і днями прийняла свою резолюцію. Тобто військова техніка, яку вони постачають для своїх мілітаристських цілей, по суті, і забирає основну частину цієї води. Вони будуть нас швидше за все постійно цим шантажувати. І періодично в засобах масової інформації і в політикумі, особливо нинішньої влади, звучить ці питання. Воно викликає великий спротив в суспільстві, і це ми бачимо не тільки в Верховній Раді, а в різних сферах суспільства. І потім ці питання затухають, і воно знімається з порядку денного, але періодично воно звучить. Мусимо тиснути далі, мусимо пояснювати, що це не вихід з ситуації. І з вами погоджуюся, що у окупанта було більш ніж достатньо часу за цей період для того, щоб створити зробити якісь конкретні кроки для водозабезпечення. Місто вони ж зробили, це ж величезні були затрати. Сьогодні про це майже ніхто не говорить, але це ж були колосальні фінансові затрати, тому що їм було потрібно доставляти цю військову техніку і продукти на материковий Крим, враховуючи обмеження з перелітом літаків. А чому не можна зробити тут щось подібне? Скажите, а есть ли угроза южной части материковой Украины? Может ли Россия пойти на Херсонскую, Николаевскую область, чтобы открыть себе доступ к Северокрымскому каналу войной? Ну, є така небезпека, про неї періодично так само говорять військові експерти. Буквально 2 роки тому, я пам'ятаю, протягом місяця це достатньо серйозно говорили на рівні Генерального штабу, або люди, які були наближені до цього Генерального штабу України, які говорили, що це вже план є, і не отримавши доступу до нашої води через тиск або через якісь там, скажімо, переговори, вони на це можуть піти. Дехто говорив, що це вже вирішений факт. Дякуючи Богу, що до цього не дійшло, але така небезпека є. Тому я розумію і погоджуюся з колегою Геннадієм, який в студії про це говорив, що немає однозначної позиції по цього питання. Є небезпека, є бажання України дотиснути російську сторону. Нам би хотілося, щоб вони за ці роки зробили і, можливо, в майбутньому, що зробили самі для вирішення проблеми з водою на Кримському півострові. Але маємо так само ці небезпеки, і я думаю, що наші військові думають про це і знають. Пане Геннадию, есть ли такая угроза, как вы считаете? Ну, этого нельзя исключать, поскольку неоднократно войны начинались именно из-за воды. Это не только закон джунглей, где за место у водопоя животные противостоят. Насколько я читал, в том числе, например, оккупация голландских высот государством Израиля, она тоже не в последнюю очередь связана с вопросами водоснабжения.
Насколько остр этот риск, мне сложно сказать, поскольку объективной информации из Крыма мы сегодня не получаем. Насколько правда там, вот как говорил коллега, это критическая ситуация для военнослужащих или это ситуация в целом критическая, поскольку я видел сведения, что Крым в среднем должен быть обеспечен порядка 500 тысяч кубометров воды в сутки, это 500 тысяч тонн. Это очень большой объем, и его, грубо говоря, в цистернах привезти невозможно. Хочется верить, я вот не совсем могу согласиться только с одним, что Украина заинтересована в том, чтобы Российская Федерация этот вопрос решила. Поскольку если она вопрос и этот решит, то это, скажем так, еще может удалить наши возможности для возвращения аннексированной территории. Давайте вместе перейдем к следующей, не менее важной теме, к коронавирусу и к локдауну, которое планирует вводить наше правительство. Кабинет министров продлил общий карантин в Украине до 28 февраля 2021 года. С 8 по 25 января будет действовать жесткий локдаун, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции, сезонного гриппа и ОРВИ. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил, кто и как будет работать в дни локдауна. Вместе предлагаю его послушать. Продовжить працювати громадський транспорт, аби люди могли добиратись на роботу в ті організації, установи, підприємства, які будуть працювати і під час карантину. Це життєва необхідність, ми це розуміємо, це було також опрацьовано і проаналізовано на всіх рівнях. Також будуть працювати продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі. От локдауна в Украине, который ведут в январе, ожидается спад заболеваемости примерно на 50%. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что предусмотрено во время жесткого карантина, а что нет. Вместе предлагаю послушать. Під час карантину не передбачено обмеження роботи громадського транспорту, оскільки і так буде знижена мобільність населення. Як наслідок, суттєво зменшується кількість людей, які користуються транспортом. Це виключно ті люди, котрі їздитимуть на роботу, зокрема, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури або медичні працівники. Пане Сергею, не поздно ли вводить локдаун уже после новогодних праздников? Я думаю, що пізно. Принаймні, влада намагається вирішити проблеми обмеження, пов'язані з збільшенням кількості хворих на коронавірус за рахунок, власне, свят, а не за рахунок дій влади. Ви бачите, що невдалі дії по введенню карантину вихідного дня зробили дії уряду, такими, знаєте, нервово невпевненими. Не хочу повторювати цю історію. Думаю, що всі, хто цікавиться цією тематикою, а мабуть цікавиться практично всі, і це логічно, розуміють, що оця невпевненість і диктує різні кроки, які піддаються критиці. Люди будуть і так на святах. Очевидно, розрахунок на що люди, особливо християнська частина суспільства, буде святкувати Маланку, буде святкувати Різдво Христове, буде святкувати всі там ці свята, які слідують, яких багато є в січні, і таким чином їх можна буде стримувати, хоча я собі не уявляю, як можна фізично буде стримати вертепи, які будуть особливо в Західній Україні, та не тільки в Західній, масово ходити в ці дні і всіх перевіряти по 255 гривень знімати. Я думаю, що це викличе великі... Я думаю, що це може викликати великий суспільний резонанс. Владу і так зараз, м'яко кажучи, недолюблюють в нашій державі. А якісь контрдії з боку влади саме на святкові дні можуть викликати інший зовсім ефект. Британія, ми це всі знаємо, що коли ріст захворюваності пішов, влада, по-перше, постійно змінювала ту граничну цифру людей, які мали би захворіти протягом доби. І з вуст міністра охорони здоров'я і прем'єр-міністра вона постійно змінилася. Спочатку говорили про 9 тисяч людей, потім про 12 тисяч людей. Якщо захворіють протягом доби, ми будемо вводити так званий локдаун. Наразі доходило вже, ми знаємо, до 15, до 16 тисяч людей, нічого не мінялося. Але, знову ж таки, однозначної відповіді, як і в ситуації з
забезпечення води немає. Тому що якщо влада нічого не буде робити, це теж буде суттєва проблема для суспільства. Я як людина, яка перехворіла в першій сотні, знаю, про що кажу. Я просто не розумію, як можна було вводити жорсткі обмеження, коли хворіло всього 80 людей, потім там 150, 200, і десяток захворюваних в день викликав таку паніку і резонанс, а 15 тисяч хворих на добу, і ми можемо собі так вільно це переносити на святкові дні. А до каких показателей мы можем дойти до 8 января, после новогодних праздников? Все залежить від кількості тестувань. Ми це прекрасно розуміємо. Тобто, поки що, на превеликий жаль, хвалитися мало нема чим. Більшість країн Європи і навіть та сама Росія, вже яка б та вакцина в них не була, але принаймні держава з свого боку щось робить. Ми не знаємо, скільки у нас буде ця вакцина буде працювати, поки маємо по проекту державного бюджету, який має бути прийнятий за логіку «Слуг народу» на наступному тижні, маємо 4 мільйони ін'єкцій наприкінці, наскільки я розумію, другого кварталу наступного року. Тобто, виходить, напряму буде залежати питання кількості хворих з кількістю людей, які будуть піддані вакцинації. Але 4 мільйони людей, навіть якщо врахувати, що у нас, можливо, вже не 40 мільйонів, а 35, це дуже маленька цифра. Тому напряму залежить від кількості людей, які будуть вакциновані, і від ситуации с локдауном. Пане Геннадию, если по опыту других стран мы дошли до того, что понимаем, что жесткий карантин может частично разорвать цепь распространения коронавирусной инфекции, почему бы тогда, вытекает логичный вопрос, не вводить уже сейчас, уже сегодня жесткий локдаун? Потому что проблема ковида – это проблема не только охраны здоровья, это проблема политическая, это проблема экономическая, и эта проблема даже имеет правоохранительный аспект. То есть она комплексная. И поэтому, на мой взгляд, власть пытается найти такое решение, которое бы максимально гармонично могло посодействовать в решении сложностей в всех сферах, поскольку мы видим, что проблема ковида, она вскрыла не только недостатки нашей системы охраны здоровья, она вскрыла в том числе коррупционные риски, которые в нашем государстве существуют. Мы видим, что уже десятки преступлений, прежде всего Служба безопасности Украины, раскрыты в связи с злоупотреблениями, закупками, коррупцией в сфере, в частности, и оборудования и так далее. Поэтому тут, если говорить сугубо с эпидемиологической точки зрения, нужно было вводить его вчера еще, действительно. Но я надеюсь, что власти имеют расчеты, обоснованные расчеты, как об этом объявлял сегодня господин Ляшко, о том, что именно такие даты могут максимально снизить количество заболеваний, при этом не разрушив экономику, которая и так не в хорошем состоянии находится. Дякую дуже вам, пане Геннадію. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, експерт з конституційного права, був з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, как вы себе объясняете то, что мы смотрим на цифры, мы видим, что количество заболевших на коронавирусную инфекцию уменьшается, но при этом увеличивается количество госпитализаций и смертей? Нет ли у вас ощущения, что идет некая манипуляция цифрами? Звичайно, є, я про це і кажу, тому що ми не впевнені в діях влади, тому що влада до сьогоднішнього дня, виконавча влада, президентська вертикаль дуже часто маніпулювала і обманювала суспільство. Про це йшлося, коли мова йшла про кількість завезених масок, потім про кількість ШВЛів, про суми коштів, які виділені були на це, про кількість власне тестів, пам'ятаєте, це 1 мільйон, які потім ніхто більше не згадував. І суспільство починає вже не довіряти того, що робить влада і каже влада. Тому ніхто не знає насправді, скільки тестів робиться, і відповідно наскільки кількість, яку людей ми чуємо з екранів щодня телебачення, відповідає дійсності. А как вы думаете, почему идет такая манипуляция с цифрами? Возможно, власть хочет позволить людям до Нового года заработать деньги, а потом уже вводить локдаун?
Ні, я думаю, що це безпорадність. Я думаю, що це не професіоналізм. І це, бачите, в Україні є два віруси. Коронавірус – це всесвітня проблема. І ще є другий вірус – це некомпетентність людей, які сьогодні управляють країною. На превеликий жаль, кількість країн, де другий вірус популярний, обмежений в Європі, можливо, це не тільки в Україні, але такої кількості непрофесіоналів в практично всіх сферах державного управління в Україні ніколи не було. Важко сказати, чому. Не тямить людина. Ви бачите, скільки міністрів охорони здоров'я помінялося. Все, що робить сьогодні Степанов, при всій, там, не знаю, повазі чи не повазі, я не хотів це переводити в особисті стосунки, але щодня вони витрачають по 15 хвилин на те, що розповідають особисто з екранів телевізорів про кількість хворих. Я зараз виникало питання, а це не може не робити, наприклад, мер Києва Кличко? А це може не робити міністр Степанов? Невже немає чим займатися посадовців такого рівня? А что могут сделать народные депутаты Украины как представители законодательной власти, чтобы повлиять на эту ситуацию? Як мінімум, ми мали б наполягти на тому, щоб на наступному пленарному тижні постанову, яку внесла депутатська група «За майбутнє», я в тому числі, про відставку Степанова було проголосовано. Тому що, згадайте, ще в жовтні місяці обговорювалося питання, от закінчаться місцеві вибори, президентська влада і монобільшість подивиться на ці плачевні результати, які прогнозувалися заздалегідь, і зрозуміє, що нема в них уже цієї більшості, і треба переходити на інший формат управління країною, не моно так званої більшості, а пробувати формувати суспільну думку на інших засадах. На жаль, нічого не помінялося. Жодного міністра не пішло у відставку і немає відставки ключового міністра Степанова. Чому відставка? Я поясню. Це не хотілося б забирати багато уваги, але я сам був на погоджувальній раді як народний депутат, це було в жовтні місяці, і наводив цифри щодо закупівлі комп'ютерних томографів марки Philips, я навіть назвав аналоги, як вони називаються. Так от, коли це закупляється за кошти спонсорів, наприклад, день народження відзначає один з лідерів нашої депутатської групи Ігор Палиця, то він для луцьких лікарень закупив по ціні 8,5 мільйонів гривень 3 ШВЛ, як благодійний внесок. Але коли вони закупляються за бюджетні кошти, то аналоги купляються по 13 мільйонів. Ми порахували, що закупивши 110 цих комп'ютерних томографів, державний бюджет втратив порядку 550 мільйонів гривень. І так дуже в багатьох сферах. Неважливо для суспільства, чи це особистий інтерес і, відповідно, корупційна складова, за яку треба людину притягнути до відповідальності, чи це халатна бездіяльність, чи невміння управляти. Чем придется нам... де бракує коштів на дуже багато речей, пов'язаних з медициною, дозволяти собі тільки на такому одному епізоді такі витрати зовсім в іншу кишеню. Це говорить про неефективне управління. Мінімум. Очень коротко. Чем и как будем расплачиваться за эти, как вы говорите, халатные действия уже в январе? Як мінімум, не буде людям за що платити кошти. Якщо ми говоримо на сьогоднішній день про 131 мільярд недоотриманих коштів, то досвід показує, що в бюджетній сфері січень місяць – це завжди проблеми з коштами. Завжди. А по епідеміологічній ситуації? Це смерті людей. Тобто далеко не кожному. Всі мріють про те, щоб ковід в їхньому випадку обійшовся для їхнього здоров'я по-легкому, то що називається. Але путі Господні, вибачте мені, російською неісповідіми. Тому як повернеться в житті кожної людини, це особистий вибір кожного. Не хотілося б, щоб чийсь непрофесіоналізм, недбалість і халатність закінчували життя молодої людини. І кожен з нас на сьогоднішній день знає особисто людей, які в відносно молодому віці вмерли в прямому сенсі цього слова. І я так само знаю цих людей. Дякую тільки дуже, з того, що там наверху сидять якісь, не хочу називати погані слова, люди, які не мали би займати такі
посаду. Дякую дуже. Чохсагул Сергій Рудок, народний депутат України 8 та 9 скликань, голова підкомітету з питань держборгу та фінансування держбюджету Комітету Верховної Ради з питань бюджету був з нами на прямому зв'язку. Ну а я перехожу к следующей теме. К Беларуси. Там министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск предложил партнерам по СНГ проанализировать ситуацию, извлечь уроки из тех событий, которые происходят в белорусском государстве и регионе. Вот что он сказал. Белорусская сторона довела информацию о том, как развивается сейчас ситуация внутри и вокруг Беларуси. Мы особо подчеркнули необходимость извлечь уроки из тех событий, которые происходят в нашем регионе, и отметили необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках СНГ. Также министр иностранных дел Владимир Макей встретился с западными послами, с которыми обсуждали возможные сценарии развития отношений. На встрече МИД приняли участие главы дипмиссий стран ЕС, Великобритании, Швейцарии и Соединенных Штатов Америки. С нами сейчас на прямой связи Андрей Санников, белорусский политический и гражданский деятель, координатор громадянської компанії «Європейська Білорусь». Пане Андрію, вітаю вас. Добрый вечер. Пане Андрею, вот мы видим, как состоялась встреча Владимира Макея с представителями дипмиссий стран Европейского Союза. Вот в таком случае можно ли рассчитывать на усиление санкций со стороны Европейского Союза против диктаторского режима Александра Лукашенко, если пошли уже такие встречи и возможные какие-то договоренности? Ну, вы совершенно правильно ставите вопрос, что вот такие встречи обычно свидетельствуют о том, что дипломатический корпус ищет решений не там, где они находятся. К сожалению, мы не первый раз становимся свидетелями вот такой пораженческой позиции, прямо скажем, дипломатов, которые почему-то впереди проблемы ставят возвращение своих дипломатов в страну, которая находится в глубочайшем кризисе, где убивают людей, где калечат людей, где пытают людей. Они пытаются перевернуть это в какое-то дипломатическое русло. Вы абсолютно правильно отметили. Вопрос о санкциях является намного более важным, чем вот такие попытки разведения дипломатических политесов. Потому что только введя санкции, западные государства, демократические государства могут разговаривать с преступниками. Без давления никаких разговоров просто не будет, никаких даже выслушивать их не будет. Будет, в общем-то, продолжаться та политика, которую мы сегодня видим, политика уничтожения людей в Беларуси. Скажите, а как нужно разговаривать с западными партнерами? Какие аргументы им нужно приводить, чтобы все-таки они предприняли какие-то санкционные меры в отношении режима Александра Лукашенко? И кто должен это делать? Есть ли такой сегодня человек? Должны делать все, кто называет себя оппозицией. Должны делать все, кто называет себя правозащитниками. Должны делать все, кто себя называет сегодня международными правозащитными организациями. Это и Международная амнистия, это и Human Rights Watch, это и Freedom House, это и правительство демократических государств. В общем-то, есть возможности, есть рычаги влияния на такие ситуации, которые работали раньше, не только в случае с Беларусью. Давайте вспомним времена существования социалистического лагеря. Не было бы, наверное, никаких успехов у демократических революций в Восточной Европе, если бы не было жестких санкций, которые вводил Запад в отношении Советского Союза, в отношении Германской Демократической Республики, в отношении Польской Народной Республики и их руководства. Да? Вот. Инструментарий есть, просто нужна политическая воля. Мы, к сожалению, вот на своем примере очередной раз убеждаемся. Как только возникает такой глубокий кризис по вине преступников, находящихся у власти, в данном случае Лукашенко, сразу же начинают искать возможности вернуться к деловым отношениям, прежним деловым отношениям. Потому что все обросли какими-то схемами работы с диктаторскими режимами. Эти схемы находятся в области грязного бизнеса, но деньги от этих схем поступают, в том числе и на Запад. Поэтому такое большое нежелание действительно
придерживаться принципов и очень большое желание вернуться к в общем-то, к отношениям с Лукашенко. Но здесь ничего это не поможет просто-напросто. Скажите, а Светлана Тихановская является таким человеком, который мог бы проводить переговоры с западными партнерами и убеждать их в том, что все-таки такие санкционные давления должно вводиться со стороны Запада против режима Лукашенко? Прежде всего, она и является, потому что к ней сейчас наибольшее внимание из всех белорусских политиков за все время. И она должна очень четко артикулировать. К сожалению, на первом этапе это не было сделано, поэтому такое вот промедление серьезное. Я надеюсь, что сейчас вот эти все смерти, которые происходят в Беларуси, все эти ужасные случаи пыток, которые становятся все больше и больше известны нам, все-таки подтолкнут всем, в том числе и Тихановскую, говорить очень жестко о санкциях, говорить об экономических, торговых, финансовых санкциях. Вот, потому что без этого просто-напросто невозможно разговаривать с этими преступниками. И вы упомянули там встречу с Маккеем, западных дипломатов. Что произошло на следующий день после встречи этой? Закрытие границ, объявление о том, что границы будут закрыты и что белорусам будет запрещен выезд за пределы Беларуси. Но это уже сталинизм полноценный такой. Светлана Тихановская поприветствовала решение литовских правоохранителей начать досудебное расследование пыток в Беларуси и призвала другие страны Европы последовать примеру Вильнюса. Давайте вместе послушаем, что она сказала. Мы приветствуем решение Генеральной прокуратуры Литвы начать уголовное расследование по делу Хорошина в рамках универсальной юрисдикции. Мы призываем и другие страны последовать за этой инициативой Литвы и начать расследование преступлений режима против человечности. Скажите, вот на кого сегодня белорусы, которые выходят на протестные акции каждую неделю, рассчитывают? Кто может их вывести сегодня из политического кризиса, который сложился в самой Беларуси? Кто может стать действительно таким белорусским Моисеем? Светлана Тихановская есть ею? Вы знаете, Беларусь рассчитывает сегодня на себя, потому что, да, конечно, есть большой вес у Светланы Тихановской, есть какие-то полезные шаги, следствия. Вот то, что вы говорили о внесудебном применении универсальной юрисдикции в Литве, это действительно очень важный шаг. И тут министр иностранных дел Литвы призвал своих коллег и государства, члены Евросоюза, последовать примеру Литвы, не бояться и проводить вот эти вот расследования, потому что в Беларуси система правосудия не действует. Что касается Моисея, я считаю, что мы уже как раз, вот если взять год под Лукашенко за 2, да, то мы уже больше 40 лет ходим по этой пустыне. Нам пора уже возвращаться. И народ начал возвращаться к своему государству, к самим себе. Я думаю, сегодня каждый имеет значение. Просто я неоднократно говорил, это надо слушать людей в Беларуси, то, чего они требуют. Например, санкции. Сегодня я часто разговариваю с рабочими, и все рабочие, которые, казалось бы, должны сомневаться в эффективности санкций, потому что это может каким-то образом быть использовано против них. Они говорят в один голос: нам нужны санкции. Поэтому вот эти все лицемерные аргументы, что может пострадать народ Беларуси, они просто-напросто идут от КГБ и от Лукашенко. Да? И, к сожалению, есть на Западе люди, которые как раз этих аргументов и слушают. И пока еще медлят с введением санкций. Еще раз повторю, санкции не стратегия. Но санкции очень действенный инструмент для того, чтобы любую стратегию начинать проводить в отношении Беларуси. Потому что ни Европа, ни Украина не может себе позволить вот такое вот бесчеловечное государство и ситуацию на своих границах. Скажите, вот мы общаемся в наших эфирах, к нам включаются белорусы, которые выходят на протестные акции. И вот я все это время пытаюсь понять, чего хочет сегодня белорусский народ. Вот когда мы спрашиваем о требованиях, они говорят, что в первую очередь мы требуем отставки Лукашенко. Ну вот уйдет Лукашенко, а вот что дальше? Как свое будущее сегодня видят белорусы? Хотят ли, возможно, какой-то вестернизации? Или
же все-таки вот уйдет Лукашенко, начнется вот создание нового правительства, но будут выборы нового президента. А дальше что? Вот вы знаете, здесь как раз консенсус, что касается требований. Это действительно отставка Лукашенко, это действительно освобождение всех политзаключенных, и это проведение новых выборов. Да? Поверьте мне, сейчас не стоит говорить о вестернизации или остернизации белорусской ситуации, потому что нам нужно будет очень срочно восстанавливать экономику. Здесь должны будут работать прежде всего реформаторские схемы для того, чтобы восстановить и экономику, и жизнь вообще в Беларуси. То есть я думаю, что как раз вот новые выборы, особенно после такого затяжного кризиса, после того, как лопнул вот этот даже не мыльный пузырь, это гнойный пузырь этого режима лукашенковского, я думаю, достаточно будут серьезные и хорошие перспективы для развития Беларуси. Но это будет все предметом общественного обсуждения, так же, как и конституционные реформы, только после того, как пройдут новые выборы. Это всегда обновление общества. Как было в Украине, вы знаете, там в разные периоды, и после Майдана в том числе, новые выборы и исполнительной власти, и законодательной власти всегда способствовали обновлению общества. Да, не всегда гладко это проходило, да, не всегда, в общем-то, безошибочно, но все равно это движение вперед. То же самое будет и в Беларуси. Сейчас говорить о каких-то конкретных планах просто не стоит, их много, они есть и достаточно серьезные разработки, в том числе экономические есть. Но экономика — это основа всего, поэтому, я думаю, принятие нормальных критериев развития экономики и, прежде всего, принятие основ поведения как нормального, надежного международного партнера для Беларуси поможет нам очень быстро выбраться из кризиса. Скажите, а вот переломный момент сегодня в Беларуси, который впоследствии приведет уже точно к отставке Лукашенко, он уже произошел? Этот процесс уже необратим с выходом людей на улицу? Или же что-то еще должно произойти в Беларуси? Я только могу повторить, что режима Лукашенко уже нет как такового, да, но он продолжает цепляться за власть. Переломным моментом могла бы стать общенациональная забастовка. Но пока вот такой масштабной забастовки не произошло. Я думаю, к этому мы подойдем. То есть режим уже не способен управлять и не будет управлять в Беларуси. А когда произойдет переломный момент, мы знаем, что не всегда можно предсказать. Не всегда можно предсказать ту точку бифуркации или точку распада, которая может быть очень близко. Я надеюсь, что это так. Дуже дякую. Чох сагол, нас Андрій Санніков був з нами на прямій зв'язі. Білоруський політичний та громадський діяч, координатор громадянської компанії «Європейська Білорусь». Ну а я перехожу к следующей теме, к следующей стране, к Азербайджану. Там сегодня в столице Азербайджана, в Баку, на площади Свободы прошел военный парад по случаю окончания боевых действий в Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев учредил новый праздник – День Победы, которая будет отмечаться по этому случаю ежегодно 8 ноября. Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые после завершения войны в Нагорном Карабахе встретился со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Он приехал сегодня в Баку. Поездка турецкого лидера в Баку приурочена к проведению Парада Победы и является весомым вкладом, в которую, по оценкам турок и азербайджанцев, внесла Анкара, сообщается в средствах массовых информации Азербайджана. В военном параде в Баку сегодня приняли участие более 3000 военнослужащих, также группа турецких военнослужащих. Были продемонстрированы до 150 единиц техники, в том числе новейших, принятых на вооружение ракетных установок из систем противовоздушной обороны. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на параде в Баку посоветовал Армении взяться за ум. Трансляцию парада в четверг сегодня вели азербайджанские средства массовой информации. Предлагаю послушать, что сказал Реджеп Тайип Эрдоган. Вірменії слід взятися за розум. Вірменські політики, діаспора прирекли свій народ на біду. Якщо вірменський народ зможе витягти уроки з Карабахської війни, то в регіоні почнеться нова ера.
Азербайджан в ходе военных действий в Карабахе восстановил справедливость и международное право. Об этом заявил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая перед началом в Баку военного парада. Вот что он сказал. У 44-денній війні Азербайджан поклав кінець окупації своїх територій, відновив справедливість і міжнародне право. Участь в параді делегації Туреччини на чолі з президентом Таїпом Ердоганом є демонстрацією єдності, дружби і братерства двох країн. З перших годин війни ми відчували підтримку Туреччини. Ця політична і моральна підтримка викликає гордість кожного азербайджанця. С нами сейчас на прямой связи проректор дипломатической академии при МЗС Азербайджанской Республики Фарис Исмаилзаде. Фаризбей, селям алейкум. Салам алейкум, добрый вечер. Как прошел сегодня парад? Сегодня в Баку был замечательный день, у нас был парад Победы. Это очень исторический день, потому что мы отмечаем освобождение наших земель от 30-летней оккупации, от армянской оккупации. Сегодня мы показывали трофеи. Это армянская техника, подбитые танки, которые были захвачены на поле битвы. В целом страна очень радуется, ликует, потому что мы на самом деле открываем новую страницу в жизни и в истории Азербайджана, и мы сможем вернуть наших беженцев в их родные дома. По сути, сегодня этим парадом Азербайджан закрепил свой успех, и теперь такая началась новая эра на Южном Кавказе, не так ли? Совершенно верно. Сегодня даже президент Турции и президент Азербайджана об этом говорили, что начинается новая эпоха на Южном Кавказе, и создаются возможности для многостороннего сотрудничества. Президенты упомянули о том, что открываются новые транспортные коридоры. Азербайджан будет теперь сухопутным путем связан с Турцией через Нахчевань. Также были сказаны идеи о многостороннем формате с участием Ирана, Грузии. То есть создаются возможности для многостороннего сотрудничества, а также для восстановления, реконструкции оккупированных территорий. То есть там сейчас очень много чего было разрушено в 90-е годы во время армянской оккупации. Президент Алиев об этом тоже говорил, что с участием турецких компаний из дружеских стран будем восстанавливать Карабах, будем восстанавливать экономику и туризм, и сельское хозяйство. То есть на самом деле новая страница в истории страны. А как вы видите вот эту эру, вот эту расклад этих сил теперь на Южном Кавказе? К примеру, вот как будут дальше развиваться события в Армении? Там сегодня очень жесткие протестные акции. Но в Армении, конечно, политический кризис, и, наверное, там все-таки этот кризис будет долго длиться, пока не придут к власти новые силы. Но в целом Армения тоже получает шанс начать новую страницу, потому что до этого Армения всегда жила с территориальными претензиями в сторону своих соседей. Сейчас им надо начать новую стратегию, новую тактику, перейти к рациональному мышлению, перейти к прагматичному сотрудничеству. Турецкий лидер говорил о том, что возможно открыть даже границы между Турцией и Арменией. Мы говорим, что мы предлагаем тоже открыть границы, создать новые автомобильные пути, железнодорожные пути. То есть Армения тоже получает возможность интегрироваться в региональную экономику. Скажите, а что сейчас непосредственно происходит на территории Нагорного Карабаха и прилегающих ей районах? Значит, в Нагорном Карабахе те территории, которые были освобождены от армянской оккупации, они полностью разрушены. Азербайджан сейчас начинает строительство новых дорог, новые железные дороги, автомобильные дороги. Восстанавливаем инфраструктуру, строим дома, чтобы беженцы могли вернуться. Разминирование происходит очень активное. Но там еще долгие годы надо строить, потому что на самом деле территория сильно разрушена во время оккупации. Есть также те районы, где армяне остаются, проживают. Они охраняются российскими миротворцами. И Азербайджан предлагает этим армянам, местным армянам, мирное сосуществование в рамках территориальной целостности Азербайджана. То есть армяне должны будут получить паспорт Азербайджана? Абсолютно. Они наши граждане. Мы считаем их нашими гражданами. Никакая страна в мире не признает независимость Карабаха. Никакая страна не признает. Все признают территориальную целостность Азербайджана. Никто их не признает.
Поэтому рано или поздно им надо интегрироваться в экономику и общество Азербайджана. Скажите, а когда азербайджанцы, которые были вынуждены в начале 90-х покинуть свои дома в Кельбаджарском, Агдамском и в других районах, уже смогут вернуться к себе домой обратно? Я думаю, очень в ближайшем будущем, потому что надо сперва провести разминирование. Вот недавно буквально одна азербайджанская семья добровольно поехала на машине, и 5 человек взорвались на армянских минах. Надо провести разминирование, надо создавать инфраструктуру, дома надо строить. Но я думаю, что в ближайшем будущем уже некоторые семьи могут вернуться. И, в принципе, эти территории всегда были историческими азербайджанскими землями, но около 900 тысяч беженцев, азербайджанцев были изгнаны. Я думаю, постепенно будем их возвращать в свои дома. Фаризбей, вот что еще у вас хотела спросить. И вот, во время процесса урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе за последние 44 дня, в течение этих 44 дней, ощущал ли Азербайджан поддержку Украины? Вы знаете, мы ощущали поддержку всех стран. Наши соседи, члены организации ГУАМ, они понимают нашу боль, потому что во всех странах-членах ГУАМ есть одинаковые проблемы. Это проблема оккупации, территориальной целостности, беженцев. Мы чувствовали поддержку Украины, чувствовали очень большую поддержку Турции. Если бы не было бы Турции, может быть, исход войны был бы в другом направлении. Мы понимаем, что сейчас Турция становится гарантом в регионе, гарантом мира, гарантом безопасности. С Украиной у нас, конечно, давние дружеские связи. Мы наращиваем товарооборот, мы покупаем вооружение, сельское хозяйство. Боль Украины мы тоже понимаем. Поэтому вот именно солидарность с Украиной мы всегда чувствуем. Вы, безусловно, правы, потому что политика Украины в отношении Азербайджана и в отношении восстановления ее территориальной целостности очень четкая и последовательная. Но вот что я вас хотела спросить. Вы знаете, недавно в Организации Объединенных Наций была проголосована резолюция по Украине, в частности, по милитаризации полуострова Крым, который сейчас временно оккупирован Россией. И если позиция Армении, которая голосует против резолюции по Крыму, нам понятна, то позиция Азербайджана нам не совсем понятна. Почему Азербайджан воздержался и не проголосовал за эту резолюцию? Вы знаете, я вам скажу свое личное мнение. Мы всегда поддерживаем территориальную целостность Украины. Мы были одним из первых стран, которые проголосовали в прошлых резолюциях по Украине, по Крыму. Это однозначно. Но Азербайджан проголосовал только за одну резолюцию от 2014 года. После 2014 года мы проголосовали. Да. Но вы знаете, мы вот насчет этой резолюции, я вам скажу, что у нас в Азербайджане вот такое видение. Мы всегда не очень большие сторонники, скажем, такой политики по отношению к России, которая требует санкций, которые нагнетают обстановку. Некоторые резолюции, некоторые международные организации требуют именно санкций. Именно в рамках вот этого мы всегда сторонимся таких резолюций. Мы призываем больше к диалогу и не к тому, чтобы не нагнеталась обстановка. Ну, смотрите, Турецкая республика, которая не присоединилась к санкциям Европейского Союза в отношении Российской Федерации, у которой есть довольно тесные торгово-экономические отношения с Россией, голосует за такие резолюции. Ну, наша позиция тоже однозначна. Мы всегда поддерживаем территориальную целостность, но надо посмотреть текст резолюции. Может быть, в тексте резолюции есть какие-то военно-политические вопросы, которые надо согласовывать. Я просто не читал текст резолюции, но я знаю, что в вопросе Крыма, в вопросе территориальной целостности Украины мы всегда поддерживаем, всегда понимаем боль Украины, но вот именно надо в детали, войти в детали, как говорится, дьявол в деталях всегда. Çok sağ olunuz Fariz Bey. Спасибо вам. Спасибо. Фарис Исмаилзаде, проректор дипломатичной академии при МЗС Азербайджанской Республики. Çok sağ olunuz был с нами на прямой связи. Ну а я вынуждена, к сожалению, с вами попрощаться. Вот буквально через несколько минут мы вернемся и уже продолжим нашу информационно-аналитическую программу «Бугунь» на крымско-татарском языке. Не переключайтесь, Коршкенч.